10 апреля на площадке Общественной палаты республики создали рабочую группу. Она провела общественные слушания, на которых участники предложили решение сложившейся ситуации по вопросу круглогодичного транспортного сообщения поселков Витим и Пеледуй с внешним миром. О том, что это за предложение, расскажут наши коллеги. По мнению участников слушаний, кардинальным решением виделось прохождение федеральной автодороги Вилюй по маршруту Братск, Усть-Кут, Верхнемарково, Витим, Пеледуй, Ленск и далее на Якутск. При этом дорога проходила бы через все действующие и разрабатываемые месторождения углеводородов, калийных солей. Данный маршрут решил бы проблему завоза продуктов и социально значимых товаров для населения. Посмотреть еще вариант, как обеспечить транспортную доступность нашего западного региона, скажем так. Это прежде всего при заключении лицензионного соглашения с «Газпромом» обязательно, это как крайний вариант, скажем, обязать «Газпром» построить дорогу в течение 3 лет. И еще один вариант – это взять на обслуживание эту дорогу. Поскольку альтернатив решения круглогодичной транспортной доступности для данного региона не просматривалось, Общественный совет Ленского района обратился в Общественную палату Республики Саха-Якутия с предложением принять все меры для корректного пересмотра маршрута следования автомобильной дороги Вилюй, в частности, ее прокладки через населенные пункты Витим, Пеледуй, Ленск. С первоочередным строительством участка Ленск-Пеледуй. Результатом сегодняшних слушаний явится, во-первых, само собой, рабочий протокол, в который занесены будут все предложения, которые сегодня прозвучали, а также уже существует, сейчас как бы требует небольшой доработки обращения к Общественной палате Республики Саха-Якутия, и также подготовлено обращение в адрес главы республики Егора Афанасьевича Борисова. На основании этих документов уже будут дальше события развиваться, посмотрим. Светлана Балеева, Денис Семенов, НВК Саха, Ленск.